общем, ситуация такая. Сегодня приехал Филдер, было ДТП, и с него осталась только батарея. В общем, привезли. Сколько, говорите, стояло? 3 месяца? 3 недели. 3 недели стояло на улице. Прям на улице. Прямо на улице. Минус 50, вот это все, морозы все застало. Да, так что да, она живет. Батарея, это в принципе я проверял, потому что вот у меня, смотрите сами, я вот подкладываю вот эти вот батареечки себе, чтобы у меня тент не улетал. Где у меня? Вот она лежит, видите? Батареечка лежит, чтобы не улетал мой тент. И я потом замеряю, сколько она там, ну, держит она вольтаж, по крайней мере. Емкость, вот сейчас еще емкость мы проверим, держит он или нет. Но у нас до этого не было испытаний с этой батареей, я как бы не знаю, сколько там было изначально емкости. Вот, поэтому именно по вольтажу она держит, в принципе. Потому что вот эта технология, ну, как обычная щелочная. Так, первый этап 4 минуты. Так, сколько там стало-то? 15-10. 15-10, 4 минуты 31, разница 0,13, 0,13. Все, второй этап пошел. Чуть-чуть, пока записываю, чуть-чуть фору дает, потому что она, ну, быстро нагрузка сходит, она сразу начинает крылья распрямлять, так скажем. В общем, объясняю всегда людям, как, что, почему, зачем, что за разница, что за ток и так далее, что за график, как он формируется. Вот сейчас вот график опять формируется, видите, первый черный, первый, самый сильный, видите, сверху идет. Самый слабый получается, какой там самый слабый, какой-то, ну, шестой, как правило, серединка, да. Прям ровно посередине, как всегда, нагрузка. Почему нагрузка посередине? Ну, тепловая нагрузка. Как бы всегда на видео показываем своих. Вот. Разбег уже больше увеличивается. Но уже 0,13 в принципе допустимо. 0,20, 0,13 я бы тусанул уже. Ну, сейчас посмотрим конечный результат. Видите, как скачет. Объясняю, что такое минимальный, что такое максимальный. Вот сейчас вот минимальный, видите, посередине. Шестой. Шестой, восьмой там прыгает. Шестой, пятый. А самый сильный это первый. Потому что у него всегда охлаждение первое приходит. Вот, первая пара. Всегда охлаждение приходит. Нет, это не первая пара. Вот первая пара. Потому что вот отсюда дует, по низу проходит, здесь упирается и вверх поднимается, по ребрам выходит и назад. Поэтому здесь самое четкое охлаждение. Потому что он по ребрам еще охлаждается. Ну, вот так вот поток идет, хоп, уперся, ему вверх надо подняться, и он сюда уходит. Точнее, он сюда уходит. Итак, зафиксируем результат. 5 этапов. На пятом этапе где-то 80% методом уже на опыте. Вся середина просевшая, 0,10. Буквально через годик надо будет перекинуть. А так, четкая батарея, в принципе. Ген 4, плоский. Все. Контактики, ну, чуть-чуть зелененькие, в принципе. Потом, когда в следующий раз эта батарейка ко мне попадет, надо будет и контакты поменять, и все. Сейчас заливаю назад все. Примерно. Так. Пока стоп. Зальем, где-то мы слили. Так, 400, 400, 800, 1600, ну, 2000 зальем ему. Это, правда, долго будет. Ну, 1600 зальем. Ну и все, в принципе. Так, поехали. Зарядочку 1600 ему дадим. Назад. Тем более сейчас батареечка будет лежать. Хозяин сказал, будет батарейка лежать. Поэтому надо 1600 залить. Все, как-то так. Вот такие дела, ребята. У нас тут морозы капитальные. Сейчас крещенские морозы наступят в январе. Будет вообще жестко холодно. Видите, какой туман стоит. Видите, туман прям стоит. Это не моя камера.
глючит, а просто туман стоит прям жесткий. Вот. Вот такие дела. Все вот эта техника, вот автобусы 24/7, все они ездят явно не на Татаче, не на TCL, понимаете, в чем дело? А ничем не отличается, по сути. Эта движимая повозка ничем не отличается. Вот. В общем, жевать много можно. Всех с наступающим. Всем всего доброго, хорошего настроения. Капец на улице Дубео. Просто холодео, замерзео. Просто холодео.